Ветэранам Вялікай Айчыннай вайны увага і пашана. На Шклоўшчыне ў цяперашні час пражываюць 3 ветэраны Вялікай Айчыннай вайны. Аднаго з іх, Міхаіла Крупеньку, павіншавалі са святам вялікай перамогі прама ў двары дома, дзе ён жыве. Міхаілу Антоновичу на момант пачатку Вялікай Айчыннай вайны было ўсяго 15 гадоў, а таму прызвалі ў армію яго толькі ў чэрвені 44-го года. Але, нягледзячы на гэта, маладому байцу дасталася нямала выпрабаванняў. Служыў на прыбалтыйскім фронце, удзельнічаў у вызваленні Латвіі, у баях за ўзяцце Кёнігсберга. У адным з баёў быў цяжка паранены і пасля шпіталяваны. Асколак памяці аб тых далёкіх ваенных гадах застаўся з ім да гэтага часу. Выказаць шчырую падзяку ветэрану за яго бессмяротны подзвіг і мір на зямлі прыйшлі прадстаўнікі раённых арганізацый і грамадскіх аб'яднанняў, а таксама моладзь Шклоўшчыны. С Днем Победы! Ура! Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Силами Шкловского районного комитета БРСМ, а также активистами спецшколы, районного дома культуры, организации ветеранов Шкловской районной была проведена акция «Ветеран живет рядом». Ребята с районного дома культуры подготовили музыкальные номера. Мы подготовили подарки и слова поздравлений. И такой хорошей дружной компанией пришли выразить слова благодарности нашему ветерану. Этот поход – это часть патриотического воспитания нашего подрастающего поколения, нашей молодежи. Память мы должны эту нести, хранить и передавать дальше из поколения в поколение. День Победы – это для меня огромный праздник. Я очень ценю подвиг тех людей, которые совершили это для того, только чтобы у нас сейчас было мирное небо над головой, и мы могли жить, не боясь. Я пришел сюда в первую очередь отдать память ветеранам тем, которые старались, сражались за нашу Родину. Они не предали нашу Родину. Благодаря им мы сейчас живем в процветающей, сильной стране, и мы должны отдавать им память, много чаще стараться их навещать. Артисты районного дома культуры выканали усімі любимые военные композиции. Не обошлось без легендарной песни «День перамоги». Когда нам предложили принять участие в поздравлении ветерана, мы все согласились. Подготовили музыкальное поздравление, одели военную форму. У наших сотрудников была такая огромная гордость, что они могли одеть эту форму, встретиться с ветераном, поздравить, пожелать здоровья. Для нас это огромная честь. Міхаіл Антонович быў вельмі ўражаны увагай і клопатам і пажадаў усім прысутным міра, радасці і добра. У той жа дзень ушанавалі памяць загінулых падчас Вялікай Айчыннай вайны навучэнцы ліцэя нумар 12. Сумесна з выкладчыкамі яны ўсклалі кветкі да памятнага знаку стэла. 9 мая очень значимый день, праздник Великой Победы. И, конечно же, мы, работая с молодым поколением, должны вспоминать то, через что прошли их деды, их прадеды. И у нас сегодня в лицее прошел урок мужества под названием «Дотронуться сердцем до подвига». Кульминацией этого урока мужества было возложение венка памяти на мемориальном комплексе «Стелла» на левобережье реки Днепр в честь наших земляков.